Добрый день, уважаемые коллеги, в профессиональное сообщество Республики Коми. Мы рады вас приветствовать на традиционном онлайн-семинаре для классных руководителей. Конечно, нам очень важно, что традиционный онлайн-семинар собирает большое количество представителей образовательных организаций, потому что мы действительно вместе с вами формируем единое смысловое пространство работы классных руководителей. Традиционно все наши онлайн-семинары, они основаны на актуальных задачах, которые стоят перед каждым из нас. И сегодня мы выбрали для вас очень важную, непростую, но значимую тему. Сегодня мы говорим о правовом воспитании как направлении образовательного и воспитательного процесса. Да, в каждой образовательной организации сегодня приняты новые программы воспитания, и мы осознаем, что классные руководители сегодня являются наставниками наших обучающихся, наших детей, в том числе по вопросам формирования правового самосознания. Сегодня это очень актуальная тема, и мы рады, что в рамках онлайн-семинара у нас сегодня уникальные спикеры. Мы сегодня осознаем, что значимость данных вопросов мы будем рассматривать и с Артеевым Сергеем Вячеславовичем, заместителем председателя Государственного совета Республики Коми. Вместе с нами сегодня работает и Киселева Галина Викторовна, член президиума Национальной родительской ассоциации. Ну и, конечно, право профессионального модерирования нашего семинара сегодня, как всегда, сохраняется за Бадаевой Ларисой Владимировной, старшим методистом Центра воспитания и социализации личности Комреспубликанского института развития образования. Мы работаем с вами в онлайн-формате. У вас есть возможность задавать вопросы нашим уникальным спикерам. Но самое главное, что после онлайн-семинара вы обсудили эти вопросы в коллективе. Вы вместе приняли решение, каким образом данная информация может стать основанием для изменения подходов, либо для выработки уже новых методических практик по формированию правового самосознания. Итак, коллеги, мы вас приветствуем, благодарим, что вы нашли возможность принять участие в онлайн-семинаре. Я передаю слово Ларисе Владимировне. Пожалуйста. Галина, спасибо большое, уважаемые коллеги. Итак, начинаем мы наш семинар. Все мы прекрасно понимаем, что основная цель воспитания – это все-таки подготовить ребенка к самостоятельной жизни в обществе. То есть к тому, чтобы он был доволен своей жизнью, самостоятельно себя обеспечивал и не приносил проблем окружающим людям. Для этого потребуются профессиональные и общие знания, а также умения и навыки взаимодействия с окружающими людьми. Последнее особенно важно. Почему? Потому что поскольку человек, не разбирающийся в химии или в литературе, может стать достойным членом нашего общества. А тот, кто не уважает и не учитывает правила и норм поведения, уже нет. Мы все живем с вами в правовом поле, ежедневно сталкиваемся с ситуациями, в отношении которых применимый обязан и имею право. Для взрослых это обыденность, а дети с этими понятиями, конечно, тоже знакомы. Но отдают ли они себе отчет в том, какие могут быть последствия того или иного проступка, могут ли ориентироваться в ситуации, когда кто-то ущемляет их права, знают ли вообще законно то, на что они могут рассчитывать и претендовать. Ну и кто их должен учить этому? Жизнь, школа, родители, государство. Нужно ли детям вообще вот это правовое воспитание? И попытаемся мы с вами сегодня на нашем семинаре разобрать эти вопросы. Ну и я сразу перехожу слово предоставляю первому эксперту. Сергею Вячеславовичу, во-первых, огромное спасибо за то, что вы приняли участие в нашем семинаре. Почему? Потому что понимаем, что конец года, работы у вас много, событий тоже очень много. Но в то же время скажите, пожалуйста, вот чтобы понять, что такое правовое воспитание, вот с вашей жизненной точки зрения, да, с ваших знаний, что такое право на сегодняшний день?
И что такое правовое воспитание? Какова роль государства и государственной власти в правовом воспитании наших детей? Спасибо. Спасибо большое, Лариса Владимировна. Я рад приветствовать и Галину Владимировну, и Галину Викторовну, всех уважаемых экспертов и всех тех, кто смотрит сейчас нас. Я вижу по перечню участников на связи с нами вся Республика Коми, и я рад приветствовать вас, тем более в такой предновогодний непростой период, наверное, у всех, подведения итогов, ну и, может быть, анализа, период анализа и самосовершенствования, и изменения подходов в педагогической работе, в том, чтобы в следующее полугодие, ну и последующий период мы добились больших результатов, формируя из наших детей таких полноценных, развитых людей. А касаемо вопроса на предмет того, что же такое право, ну, право можно по-разному трактовать. Я, конечно, сейчас буду подходить, наверное, к юридическим, наверное, нормативам и нормам, но прежде всего в такой, наверное, обиходной практике право – это возможность для человека, учитывая его желания, значит, соответствовать и представлениям, и правилам, наверное, общества, если так совсем уж коротко. И, конечно, правовое воспитание – это те, наверное, наработки и тот, наверное, моральный багаж, который мы, родители, взрослые люди, передаем нашим детям, нашему потомству, и тот уровень то качество этих знаний, которые мы передаем нашим детям, конечно, формирует, собственно говоря, их поступки. И без этого, наверное, никуда не уйти. Не зря говорят о том, что чтобы воспитать своих детей, наверное, прежде всего нужно воспитывать самих себя, а уже дальше дарить свой потенциал и мысли уже нашим детям. Но это так, конечно, лирика. И прежде всего, наверное, подходя к вопросу воспитания, правового воспитания, я не могу не сказать уже как законодатель о том, как устроено сегодня наше законотворчество, какой, наверное, правовой каркас существует в нашей стране. И я обязан, наверное, просто оттолкнуться от этого, говоря в том числе о том, что наша страна, это, конечно, государство социальное. И, как мы знаем, в том числе и в рамках бюджетных ресурсов, большая львиная доля идет как раз на социальные нужды. И мы уже как законодатели, в том числе депутаты Государственного совета и депутаты Государственной Думы, конечно, в большей степени направляем ресурсы на социальную сферу, в том числе и сферу образования. Подходя непосредственно к инструментарию, я бы хотел, наверное, рассказать о той базе, которая сегодня сформирована и позволяет всем нам двигаться, принимать те самые правовые и легитимные решения в отношении наших детей и в отношении сферы образования. Прежде всего, я не могу не коснуться стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Очень важный, серьезный документ. Документ утвержден распоряжением правительства Российской Федерации в 2015 году. Он предусматривает, конечно, семейное воспитание, содействие укреплению семьи, защиту приоритетного права родителей на воспитание детей. Это документ предусматривает в том числе и содействие развитию культуры семейного воспитания детей. Говорит в том числе о создании условий для просвещения родителей и иным вопросам семейного воспитания. В то же время сама стратегия говорит еще и о создании условий для формирования и реализации комплекса мер. Я думаю, мы о них тоже коснемся, учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития. В том числе и консолидирующее усилия семьи, общества, государства, направленных на воспитание подрастающего и будущего поколения. Я, может быть, пока таким дежурным языком, но я чуть ближе, так сказать, разовью эту мысль, такие наши, так сказать, уже ежедневные практики. Помимо прочего, мы должны говорить еще и о том, что воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества, ведомств на федеральном, региональном, муниципальных уровнях. Именно поэтому, когда мы говорим про воспитание, неотъемлемой частью является, конечно, безусловно, сфера самообразования, сфера социальная, значит, отъемлемой, так сказать, даже неотъемлемой, она ключевой частью является, конечно, и родительское звено, это, безусловно, и общественные организации, общественные институты, которые переживают и каким-то образом по-разному корректируют вот ту самую педагогическую функцию, ну, естественно, выводя ее в наиболее, так сказать, качественный режим. Также приоритетами государственной политики в области воспитания является создание условий для воспитания здоровой, счастливой, ориентированной на труд личности. Но вот последнее, говоря про ориентации на труд, вопрос очень тяжелый, непростой, и, наверное, в каждой семье обсуждается по-разному. Насколько сегодня сфера образования говорит об этом или, ну, условно, устремляет ребенка к этому, тут тоже может дискуссия быть очень широкой.
но так или иначе мы сами помним с нашего советского, наверное, прошлого, что тяжело ценить деньги, тяжело ценить труд другого человека, если ты сам не прошел через этап, наверное, так сказать, зарабатывания какого-либо поощрения, в том числе и через этап производства, формирования чего-то ценного для общества и для других. Также мы должны говорить и о развитии на основе признания определяющей роли семьи. Определяющей роли семьи. Об этом тоже говорится в обществе много. Как мы видим, различные, в том числе, законодательные сферы, в том числе по всему миру, по-разному сегодня формируют определяющую роль семьи. Я не хочу сейчас углубляться в эти подходы. Они в нашей, наверное, опять же, так сказать, российской риторике имеют абсолютно не, наверное, так сказать, сложное, так сказать, принятие с точки зрения тех ценностей, которые сегодня разделяет Запад. Но так или иначе мы должны понимать, что в мире существуют разные подходы, а мы идем по своему пути. И этот путь – это то прошлое, которое, так сказать, нас готовило, все то, что сформировало наше общее представление. И, конечно, детей мы должны воспитывать именно в этом духе. А значит, мы должны соблюдать права родителей и кооперировать наше сотрудничество с субъектами системы воспитания. О чем тоже я уже говорил, это семья, общество, государство, образовательные, научные и традиционные структуры. Правовые механизмы включают различные нормативы правовой базы реализации этой стратегии, в том числе неотъемлемой или важной частью является в том числе и медиация. Не так давно у нас на базе комитета по законодательству проходило данное совещание, и мы действительно понимаем, что зачастую сегодня семье или структурам и различным, значит, организациям, учреждениям и важным их звеньям тяжело добиться вот этого взаимопонимания в семье или даже в конкретном контакте, взаимодействия ребенка, например, там, с педагогом или там, с учреждением. Как и не просто добиться сегодня контакта семьи, например, с учителем или там, сказать, с общеобразовательным учреждением. И в этом смысле понимаем, и в этом плане практика Запада, наверное, нам в помощь, что медиация, такая некая сторонняя помощь на поиск компромисса, это, наверное, достаточно неплохой путь для того, чтобы достигать некой договоренности для движения дальше. Организационно-управленческие механизмы – это тоже важный момент. Они в том числе и консолидируют усилия воспитательных институтов на муниципальном и региональном уровне, позволяет более эффективно организовывать межведомственное взаимодействие в системе воспитания и укрепляет сотрудничество семьи, образовательных и иных организаций воспитания детей. Конечно, кадровые механизмы, о них тоже мы должны говорить. Это и повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей, как педагог, воспитатель, тренер. Об этом тоже много в обществе говорится. И, честно скажу, сегодня, на мой взгляд, общество должно все-таки вернуться к правильным ориентирам и к культу педагога, как к культу медика, как и к культу ученого в нашем обществе. А, честно говоря, эти позиции каким-то образом не то чтобы утрачены, но так или иначе становятся такими рыхлыми. И обществу нужно постоянно возвращаться к этим истинам. А для этого, в том числе и мы с вами, должны об этом говорить чаще. Если наши дети об этом дома слышат редко, то я думаю, что у нас и у вас, как у педагогов, такая возможность и, наверное, даже необходимость появляется, ее нужно максимально эффектно использовать. Кроме того, мы понимаем и говорим о модернизации содержания и организации педагогического образования в области воспитания. Мы говорим с вами и о подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников образования. А этот уровень квалификации тоже нужно повышать. И очень приятно, что мы говорим как раз с вами на площадке Коми-Республиканского института развития образования. Ровно и потому, что общество постоянно развивается, и сегодня благодаря интернету мы понимаем, что различные представления и стереотипы как-то мигрируют из сферы в сферу. Поэтому, конечно, государственный курс и государственная политика в этой сфере, они на нашей стороне, но так или иначе, опять же, эти достижения нужно постоянно укреплять и как бы закреплять, я бы, наверное, даже сказал так. В том числе мы должны говорить и про финансово-экономические механизмы, они включают в том числе и создание необходимых организационно-финансовых механизмов для развития эффективной деятельности социальных институтов воспитания. И тут, наверное, мы должны говорить, вот сейчас коллеги уже перебросились, что, конечно, быт определяет сознание. Тяжело говорить, наверное, с ребенком о высоком, об учете интересов в семье, в классе, даже за партой, когда ребенок не доедает, когда ребенок не видит ласки, когда ребенку нечего одеть, когда для ребенка каникулы – это просто еще какое-то свободное время, которое некуда деть, и что формирует для него некие неудобства, имея в виду, что его сверстники могут все-таки этим временем, благодаря мамам и папам, распорядиться по-другому, более качественно, более интересно. Это все формирует, конечно, некое расслоение в обществе и некие разные предпосылки к отношению, что хорошо, что плохо, и в целом друг к другу. И вот эту коррекцию тоже нужно, конечно, постоянно поддерживать.
Это формирует определенную, может быть, и зависть, в каком-то смысле раздражение. Мы видим, как дети реагируют на достаток, а достаток определяет их поведение. Это тоже вопрос немаловажный, вопрос как вызов для общества всегда был актуален. В том числе мы говорим, или должны говорить еще и о реализации стратегии, что обеспечивает развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной на консолидации усилий общественных и гражданских институтов в правовом регулировании эффективных механизмов управления. Я думаю, что Галина Викторовна об этом, наверное, тоже будет говорить, и в том числе Лариса Владимировна об этом хорошо знает, что мы уже не первый год, по-разному, с разной интенсивностью, но вместе с вами, коллеги, реализуем проект «Общественный патруль». Мы выходим в места, где действительно дети находятся, где им, ну, так уж получается по жизни, комфортнее, удобнее, может быть, они находятся там не по своей воле, а ровно потому, что мы пока не предложили им других вариантов. И пока их папы, мамы, может быть, не нашли возможности для того, чтобы обустроить и организовать их досуг как-то иначе. Ну, а это не просто время, которое они как-то тратят на что-то полезное, зачастую это время, которое они тратят не всегда на пользу же самим себе. И тут, опять же, коррекция нашего участия, оно должно все-таки выводить детей, ну, так сказать, интегрировать их, наверное, во что-то благое, полезное, интересное. И поэтому возвращать их постоянно в сферу образования, в сферу, где они могут в спорте как-то реализоваться или чему-то новому научиться, это очень непростой процесс. И если мы же говорим о том, что сегодня многие из услуг, в том числе в сфере образования, ну, так или иначе, дополнительных услуг, я прям корректно проговорю, являются, может быть, платными, то сфера такого бесплатного общего образования, она должна, конечно, иметь возможность предоставить каждому ребенку возможность реализоваться. И каждому должно быть в ней уютно и должно быть место. И детей нужно об этом информировать и, конечно, увлекать постоянно. Я должен, говоря про правовой каркас, в том числе затронуть про уже конкретные законы. Я говорю сейчас о федеральном законе об образовании, мы его не можем обойти стороной, это 273 федеральный закон, он тоже устанавливает определенные цели, где говорит о том, что образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. И, конечно, воспитание – это деятельность, направленная на развитие личностей, на создание условий для самоопределения, социализация обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятие в российском обществе правил и норм поведения в интересах семьи и детей. Эта терминология, она достаточно серьезна. Вопрос в том, что мы в нее вкладываем. Вкладывать мы должны в нее много, в том числе и формировать у обучающих чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества. Это такие высокие слова, но которые, наверное, нужно расшифровывать конкретными действиями. А это, опять же, определенные практические шаги, и с помощью, в том числе, общественных организаций, в том числе с помощью нас, взрослых, которые возвращают детей к истории, конкретным сюжетным линиям, конкретным подвигам, конкретному риску, конкретной судьбе. И только так, на примерах конкретных людей мы можем чему-то учить. Но опять же к вопросу возвращаемся о том, кто это делает, как мы это делаем, насколько качественно мы это делаем тоже. Говоря про 273 закон, я не могу не сказать и в том числе про его подходы. Я говорю сейчас про общие требования. В данном случае мы должны вернуться и сказать о воспитании. Воспитание обучающихся при освоении деятельности, где это воспитание осуществляется на основе включаемых в образовательную программу, рабочую программу воспитания, календарного плана и воспитательной работы. То есть мы говорим о том, что этот процесс непрерывен, он организован, он структурирован, и опять же с учетом вызова времени и момента он должен постоянно дополняться, но опять же опираясь на ту законодательную основу, о которой мы уже сейчас говорим. В том числе мы говорим и о просветительской деятельности, которую осуществляют органы государственной власти, государственные органы местного самоуправления. И я вот хочу сказать о том, что сейчас мы подходим, как все мы начали, к Новому году, и очень важно понимать, в каком режиме и какие предложения мы сформулируем с вами для детей вот в этот предновогодний, самое главное, постновогодний период времени. Еще раз повторюсь, зачастую не всегда мамы с папами могут организованно предусмотреть и предложить нашим детям полезный, что ли, отдых, полезный в том числе в интересах семьи. Зачастую нам нужно с вами, в том числе я постоянно об этом говорю, ориентировать и систему поддержки, и НКО, мотивируя через гранты как раз предложения для семей, которые позволяют подучить семью, подсказать им какие-то предложения, совместного времяпрепровождения. Не всегда коммерческая сфера это делает с некой мыслью, с некой идеологией. Зачастую это приходится проговаривать, предлагая эти возможности. И еще и говоря про права и обязанности и ответственность в сфере образования родителей, это важное звено.
законных представителей в воспитании совершеннолетних обучающихся, мы должны понимать и говорить о том, что родители несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право воспитания детей. Они обязаны заложить основу физического, нравственного, интеллектуального развития личности ребенка. Но я об этом уже сказал, что не всегда это происходит качественно. Поэтому воспитание или педагогика в отношении детей должна все-таки найти, в том числе, отражение в воспитании родителей. И подобные курсы или подобного рода обращения, в том числе педагогов, которые, понимая, и так сильно заняты, возможно, должны все-таки прийти в виде практики в нашу республику, и эти встречи должны возникать не только в рамках неких общешкольных собраний, но, видимо, чаще и по другим поводам. Также я хотел бы добавить о том, что и органы государственной власти, и органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям, и на эту помощь можно рассчитывать, в том числе в воспитании и обучении несовершеннолетних, в укреплении их здоровья, физического и психического здоровья. Другими словами, этот процесс, который положен не только на законодательную основу, но, в общем-то, должен иметь некое содействие среди тех родителей, кто как минимум на это ориентирован полностью. Я бы хотел сказать, наверное, несколько слов о том, что у нас в Республике Коми, в том числе, есть и свои такие правовые наработки. Я хотел бы озвучить часть из них. Это концепция семейной политики уже в нашем регионе. Она также утверждена до 2025 года. Она предполагает в том числе и современное положение семьи в Республике Коми, которое должно зиждиться на произошедших за последние годы изменениях, затронувших экономические, правовые, социальные и психологические аспекты жизни семьи. Мы говорим в том числе и о внедрении института посредничества при разрешении семейно-правовых споров, о чем я тоже уже сказал, это вопрос медиации. И, наверное, один из немаловажных вопросов, о чем мы тоже с коллегами в преддверии нашего мероприятия уже говорили, это предоставление, возможно, нужной, зачастую нужной юридической поддержки членам семьи в период рассмотрения дела несовершеннолетнего в суде, в том числе с использованием примирительных процедур. Как подсказывает практика, эти процедуры нужны не только взрослым, родителям, чтобы найти какие-то компромиссы между папой и мамой, но зачастую нужны детям, защищая все-таки их интересы. Эта правовая основа, она в том числе и предполагает определенный план основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства в Республике Коми на период до 2027 года. Этот план предусматривает создание условий для, как название мероприятия, создание условий для обеспечения развития воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающим психолого-педагогическое, правовое обучение, что очень важно, обучение подбора и использования технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними. Помимо прочего, у нас есть определенные постановления правительства Республики Коми, в данном случае от 31 октября 2019 года, об утверждении государственных программ Республики Коми по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности. Они также предполагают определенные действия, предписывающие Министерству юстиции Республики Коми по оказанию консультативной юридической помощи населению. Этот перечень, он имеется, в нормативной базе. И, наверное, я хотел бы, уже ближе двигаясь к финалу своего краткого выступления именно о таких законодательных аспектах, сказать о том, что сделано в Республике Коми с точки зрения правового воспитания нами, законодателями нашего региона. Я не могу не вспомнить об законе о наградах и поощрениях в Республике Коми, который, в том числе и поощряет, стимулирует, поддерживает вообще культ семьи, как символ, наверное, основы нашего, общества. В данном случае я говорю о том, что в рамках этого закона предусматривается орден родительской славы Республики Коми. Это целая государственная награда Республики Коми. Данным орденом награждаются родители или усыновители, которые воспитывают 10 и более детей при наличии не менее одного ребенка до достижения им 18-летнего возраста при условии формирования у детей активной жизненной позиции и морально-нравственных устоев, создание условий, обеспечивающих достижение высоких результатов в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности. Когда я говорил о том, что это активная жизненная позиция, морально-нравственные условия и так далее, это о чем мы говорим? Мы говорим о том, что через определенные поступки и действия, результаты наших детей мы фактически реализуем наш вклад, наши усилия в их поведение, которые обеспечивают такого рода представление и понимание, что, естественно, на мой взгляд, нуждается в поощрении и установлено в нашем регионе. Также мы можем сказать о медали Республики Коми за достойное воспитание детей. Это тоже государственная награда. Ею также награждаются семьи, которые воспитали и воспитывают 5 и более детей при наличии не менее одного ребенка до достижения 18-летнего возраста. Опять же,
жизненной позиции, морально-нравственных устоев, создания условий, обеспечивающих достижение высоких результатов трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности. В общем, другими словами, это большой труд, который, на мой взгляд, должен действительно отмечаться государством, поощряться. И об этих людях, об этих семьях нужно говорить, конечно, достаточно серьезно. Я также хочу сказать о том, что Республикой Коми, нашим законодательством, есть и другие законы, которые предусматривают социальную поддержку населения в Республике Коми. В том случае у нас действительно есть прям отдельные законы, которые эту поддержку предусматривают. Так, в данном, значит, законе, а он так и звучит, о социальной поддержке населения, значит, есть такая мера социальной поддержки, которая достаивается в высшее почетное звание Республики Коми по перечню, в том числе и люди, которые награждаются орденом «Родительская слава Республики Коми», в том числе и в виде единовременной денежной выплаты в размере 150 тысяч рублей. Помимо прочего, одному из награжденных медалью Республики Коми за достойное воспитание родителей предоставляется мера социальной поддержки, единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Ну и помимо прочего, это такие единовременные выплаты. Республикой Коми правительством предусмотрены и меры социальной поддержки, когда людям, которые имеют такого рода ордена, как «Родительская слава», предоставляются меры социальной поддержки в виде республиканских единовременных денежных выплат в размере 25 тысяч рублей и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, что, на мой взгляд, тоже немаловажно. Ну и, наверное, завершая свое выступление, хочу сказать о том, что, как я уже сказал, наше федеральное законодательство, оно имеет такой социальный характер, но и наше республиканское законодательство, наверное, в проекте имеет точно такой же, значит, упор и крен в сторону социальной сферы. И, наверное, 3 последних сессии, что нетипично для нашего региона. У нас обычно бюджетная сессия, как правило, ноябрьская, но вот уже, наверное, 3 сессии, начиная с октября по декабрь, мы постоянно изыскиваем ресурсы, которыми дополняем нашу социальную сферу дополнительными выплатами и там, финансовыми ресурсами. Я вот хочу сказать о том, что процесс воспитания он достаточно разнообразен. Ну, вот у нас есть отдельные категории, это, например, дети-сироты. Достаточно серьезная социальная проблема, об этом тоже можно говорить. Много существует различных формулировок и терминов на этот счет. Не могу не заметить о том, что у нас зачастую дети-сироты при живых родителях. Это тоже такой некий социальный феномен нашего общества, и некий вызов. Это тоже нужно об этом говорить и фиксировать. Он, может быть, имеет где-то и социальную подоплеку, да, где-то это все-таки вопрос, опять же, неких стереотипов или неких, может быть, моральных, я не знаю, устоев нашего общества, но так или иначе это существует и это есть. И вот на прошедшей сессии мы в том числе ввели единовременные социальные выплаты на эти цели, а именно ввели сертификаты для получения детьми-сиротами конкретных единовременных выплат для части из них. Вот, например, уже в следующем году будет предусмотрено порядка 30 миллионов рублей, которые будут направлены на выплату 17 детям-сиротам, порядка 1 800 000 на как раз реализацию своих там правовых оснований для улучшения жилищных условий. В том числе я хотел бы добавить, что вот эта постоянная корректировка нашего республиканского законодательства коснулась в том числе и такой важной меры, о которой постоянно говорилось, это ею расширена мера поддержки на проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей. У нас была, знаете, установлена компенсация детям до 18 лет, но выпали учащиеся, которым уже исполнилось 18 лет, но они еще не закончили школу, опять же, по разным причинам. Поведение, там, успеваемость и так далее. Теперь им будет положена эта компенсация также еще. Вот, собственно говоря, вот подобного рода шагами мы постоянно корректируем наше законодательство. Ну и еще бы, наверное, один момент я хотел сказать. Наверное, в большей степени уходя, опять же, понимаю, что Галина Викторовна об этом будет говорить гораздо больше, про некие примеры из нашей практики каждого дня. Вот много в обществе говорится про волонтеров. Это, на мой взгляд, абсолютно правильный курс. Вопросы милосердия, заботы тем, кто нуждается в какой-либо помощи, мне кажется, никогда не были лишними, а, наверное, сегодня они приобретают очень серьезный такой окрас. Понятно, что общество достаточно полярно по разным точкам зрения, да, но примеры доброты, примеры там, помощи, они, наверное, как минимум воспринимаются любыми людьми абсолютно, мне кажется, позитивно, так или иначе. И эти примеры, они, наверное, каким-то образом сглаживают представление, в том числе на острые чувствительные моменты, которые вообще существуют. Поэтому волонтерство поощряется, волонтерство различным образом закрепляется в законодательстве, в том числе мы знаем, что для тех, кто из числа молодежи в этом процессе участвует, мы пытаемся как минимум включить в этот процесс как можно больше детей, подростков.
это поведение, оно социально одобряемо, ну и в том числе это поведение государством поощряется. И мы знаем, что волонтерство, если оно закреплено, имеет свои следы, оно поощряется в виде поступления в различные вузы Российской Федерации, в том числе в Республике Коми. Поэтому этому стоит следовать, это стоит расширять, и этому стоит придавать гораздо больше значения. Но опять же, нам, взрослым, показывать детям, что это хорошо, полезно и нужно им для жизни, ну и в целом с точки зрения их поведения в обществе как таковом. Вот если вкратце, то спасибо большое за предоставленное слово. Я очень рад бы находиться здесь. И, наверное, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить всех присутствующих, всех тех, кто нас смотрит, с наступающим Новым годом и пожелать, конечно, удачи, успехов, благополучия в каждой семье. И чтобы поводов для радости было гораздо больше в новом году, который нас ждет. Сергей Вячеславович, большое спасибо за то, что вы нашли время, пришли к нам и так все разложили по полочкам. В принципе, действительно, огромную работу проводится у нас и на республиканском уровне, да, в правовом поле. И не только детей, но и семьи. И я думаю, что, конечно же, это надо будет продолжать, да, Конечно. для того, чтобы, да, не останавливаться на этом достигнутом. Поэтому, уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пока Сергей Вячеславович с нами в студии, почему? Потому что буквально по времени он ограничен и в ближайшее время может нашу студию покинуть. Пока я говорю свою речь, наверное, да, мы ждем от вас вопросы. Ну и, конечно же, я потихонечку буду переходить к Галине Викторовне. Вот, Галина Викторовна, в своей профессиональной деятельности, ну, ранее, мне часто приходилось встречаться с родителями и правопослушных детей, да, и, опять же, правонарушителей. И в основном многие родители, когда общаясь с ними, говорили, что за процесс воспитания, за правовое воспитание, зона ответственности родителей. Но вот здесь есть, конечно, плюсы и минусы. Почему? Потому что я вижу вот в этих делах все-таки минусов больше. Почему? Потому что некоторые родители и сами не сильны ни в вопросах права, да, ни знания законов, и уж тем более мало кто из них целенаправленно хотел бы получать какие-то, ну, определенные педагогические навыки. И вот у меня к вам такой вопрос. Все же правовое воспитание, чья задача на сегодняшний день? Школы, государства, опять же, либо родителей, пожалуйста. Ага, так, подождите, Галина Викторовна, пока вопрос поступил. Уважаемые коллеги, я уже неоднократно при наших семинарах говорила о том, что когда вы пишете, задаете вопросы, пишите полностью, кто вы, с какой образовательной организации, из какого муниципалитета. Вот, уважаемая Тамара, отчество не могу сказать ваше, вы задали вопрос. Сергей Вячеславович, наверное, вот и сразу вопрос к вам. Что делать понятно? Скажите, как применить реально все эти документы на практике, в обычной жизни? Да, Тамара, спасибо большое за вопрос. Я даже понимаю, может быть, какую-то иронию, как бы нотки я эти чувствую, как действительно применить все эти документы на практике в обычной жизни. Действительно, обычная жизнь диктует, наверное, свои реалии. Не всегда приходится браться за Конституцию и за иные нормативные документы, и не всегда находишь в них понимание и четкое представление, инструкцию, как найти выверенные правильные решения. Ну, тут надо смотреть, наверное, на конкретную ситуацию и конкретный, наверное, случай, который в вашем смысле вызывает какие-то вопросы. Если эти вопросы существуют, меня очень легко найти в социальных сетях, я ВКонтакте провожу стримы по четвергам, меня очень легко найти. Кстати говоря, к слову, в этот четверг будем проводить достаточно большой стрим по газификации, так, наверное, к мероприятию не относится, но в общем и целом это тоже своего рода реализация права людей, тем более по поручению президента, так сказать, и той программы, которая шагает по стране. Но я к чему веду? К тому, что спокойно пишите, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Если не смогу, то я всегда могу подключить, наверное, там подразделение Госсовета, юридические службы, которые более выверенно дадут эти ответы. Если есть сомнения, разночтения в поведении или при принятии какого-то особого решения, ну, в вашем случае. Так что могу быть полезным. А так, в общем и целом, ну, понятно, жизнь сложнее, чем документы, но так или иначе, как мы люди с опытом, наверное, не рубя шашкой, сразу находим эти решения спокойно, советуюсь, в том числе с опытными коллегами. Это, наверное, тоже делать стоит. Сергей Вячеславович, спасибо большое. Уважаемые коллеги, в любом случае, поступающие ваши вопросы, вы не думайте, что они останутся без нашего внимания. И если мы не сможем в режиме онлайн сразу ответить на них, то мы с вами свяжемся. Поэтому для нас очень важно, еще раз повторюсь, имя, отчество, фамилия,
образовательная организация и муниципалитет, где вы находитесь, для того, чтобы связаться и ответить на ваш вопрос. Спасибо большое, Тамара, к сожалению, опять же, отчество не могу сказать, за вопросы. Уважаемые коллеги, задаем, интересуемся, и мы постараемся ответить на ваши интересующие вопросы. Ну, Галина Викторовна, давайте приступим теперь к нашему рассмотрению второму вопросу. Все-таки роль семьи, школы в правовом воспитании детей и родителей. Тема такая глобальная, глубокая, но очень важная на сегодняшний день. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, и, наверное, вечер, скорее всего, наш северный уже вечер. Я с большим интересом слушала Сергея Вячеславовича. И, честно сказать, вот приятно, что сегодня документы, которые в достаточной степени много уделяется внимания семье, могут сегодня служить нам. И вот последний вопрос. Применить как в практике, в обычной жизни, но вот те документы, о которых говорил Сергей Вячеславович, в повседневной жизни, может быть, и не имеет смысла к ним обращаться, но они предусматривают те очень важные моменты, которые направлены, в первую очередь, на поддержку хорошей семьи, на стимулирование того, чтобы у нас появлялись хорошие семьи. Что такое хорошая семья? Это, наверное, та семья, в которой уютно расти ребенку, в которой больше гарантий. Я не говорю, что 100%, в жизни всегда есть место исключениям, но в большей степени есть надежда, что будет легче растить детей и правопослушными, и хорошими гражданами своей страны. Потому что для чего вообще нужно правовое воспитание? Да для того, чтобы мы жили комфортно, в первую очередь. А комфортность достигается за счет справедливости, а справедливость достигается за счет закона. Есть закон, как говорят, плох он или хорош, но он закон. Но тема, которая сегодня действительно в предновогодний такой период, достаточно серьезную и сложную, она мне интересна со всех точек зрения. Я буду, конечно, говорить немножко в другом ракурсе, поскольку оттолкнусь сразу от вопроса Ларисы Владимировны. Она сказала, какую вот роль играет и государство, и семья, и школа. Вы знаете, говоря о школе, я все время думаю, что, наверное, первоочередную роль играет именно она. Потому что она-то и олицетворяет и семью, и государство. Ведь в школе работают семейные люди, и они государственные люди. Так вот, когда мы говорили о теме семинара, в первую очередь, как говорят, на поверхности лежит самое главное. Как уберечь ребенка, чтобы он не совершил правонарушение, тем более преступление, чтобы он не сломал свою судьбу. Ведь давайте говорить откровенно. Дети, которых мы сегодня знаем, у которых, как говорят, прямо некая такая уже просматривается дорожка, заведомо, и об этом уже не стесняясь говорят взрослые. К сожалению, даже педагоги могут говорить, да, ему понятно, какая дорога уготована. Я всегда очень болезненно воспринимаю такие замечания по одной простой вещи, что я очень верю в человека. Я верю в то, что встретится и этому ребенку человек, который сделает то, что не успели сделать родители и, к сожалению, мы учителя. О чем я веду речь? Прежде чем говорить об правовом воспитании, мы сначала должны с вами и сами осознать, и, конечно, дать это понятие ребенку, из чего все произрастает. Произрастает-то из человеческого достоинства. А что такое человеческое достоинство? Человек, который родился, пришел на эту землю человеком, он уже человеческое достоинство имеет, потому что он человек, он не растение, он не дерево и так далее. Ему даны те качества, которых просто нет у другого в нашем мире окружения. Поэтому он уже, имея такой высокий статус, может говорить о человеческом достоинстве. Даже самый маленький ребенок. И уже с этого момента у него есть права. Вот молодые папы и мамы особенно, я уже не говорю о подростках, но молодые родители очень часто говорят, да что тут думать, он еще маленький, ничего не понимает. А ребенок, младенец на ментальном уровне уже чувствует, когда родители недовольны его поведением,
когда родители показывают, что не нравится что-то, даже кроха это чувствует. А мы умудряемся за прошедшую жизнь сделать так, что даже когда ты чувствуешь, что ты делаешь неправильно, тебе почему-то не стыдно. А все от того, что мы мало уделяем внимания воспитанию человеческого достоинства. Ведь что такое человеческое достоинство? Это в первую очередь я чего-то достоин. Достоин уважения, потому что я человек. Но ведь рядом со мной тоже живет человек. Это мой одноклассник, это мои родители, это педагоги. И я точно так же должен к ним относиться уважительно. Ну, казалось бы, чего проще-то? Понятно все. Как сделать, опять-таки, видите, как вопрос стоит, а как это в жизни реализовать? А вот тут действительно, уважаемые коллеги, я почему говорю, что на первом месте, наверное, школа, потому что именно педагоги в силу профессиональных качеств, в силу более такого, ну что ли, профессионального чутья, человеческого своего собственного достоинства, они в любом ребенке в первую очередь видят личность. А личность это что? Это уже личное достоинство. А чем оно отличается от того, от человеческого? Да личность индивидуальна. У нее есть обязательно способности, у него есть определенные черты характера, у него обязательно имеется талант, потому что ребенок, рожденный на земле, уже приходит с талантом. Откуда такая должна быть уверенность у педагога? Ну, потому что педагог изначально верит в ребенка. И вот это изначальное идет от духовности нашей, от души, которой наделен педагог. Ну, вы сейчас скажете, вот она тут романтизирует. Да нет, я не романтизирую, я считаю, что как раз педагоги – это действительно удивительные люди, это особые люди, которым и дар-то особенный дан, а поэтому они и в ребенке видят душу, видят личность, и они в нем личное достоинство, человеческое и личное – культивирует. Вот когда человек с достоинством будет относиться к себе с уважением, а значит будет принимать это право уважения к другому человеку, он уже подумает, имеет ли он право, вот тут мы речь начинаем вести о правах, унижать человеческое достоинство, личное достоинство, и тогда мы переходим к обучению. Я думаю, очень надеюсь, что вы меня правильно поняли, поскольку я вот сейчас слушала и Сергея Вячеславовича, он оставил, видимо, бумаги, потому что посмотрел, так надо будет передать ему. То, что закрепляется в законах, это все делается для того, чтобы человеческое достоинство укрепить. А мы о чем с вами? А вот теперь перехожу к практике. Когда мы говорим о правовом воспитании, Лариса Владимировна согласится, потому что, работая в общественном совете при МВД, мы очень тесно работаем именно с подразделением по делам несовершеннолетних, и в днях правового воспитания принимали участие. Вообще я знаю, что большую долю времени именно сотрудники полиции, именно подразделения по делам несовершеннолетних и другие тоже, но отдают работе с детьми. Ну, работа в чем заключается? Вот такой-то закон. Если ты его приступишь, то тебя ждет то-то, то-то, то-то. Ребенок должен это усвоить. Да, он слушает, на примерах разбирает, он понимает, что нельзя приступать к закону. Это все понятно. Непонятно только одно. А почему они приступают к закону? А почему получается так, что даже знает ребенок этот закон, но он его все равно приступает, причем не один раз, а педагоги знают, что дети переживают вот этот период подростковый, когда гормоны играют, когда товарищи становятся ближе и более авторитетнее, чем родители и педагоги. И это самый опасный период, даже когда ребенок знает, но он закон переступает. Но ситуации бывают разные. Родители, я буду говорить одновременно сразу о родителях. Уж кто, как не родители, сколько раз говорили, ты смотри, если ты будешь так делать, ты попадешь в эту ситуацию, и далее рисуется страшная картинка. А я вас опять сейчас верну вот к началу нашего разговора. А где же вообще разговор о том, что ты в первую очередь человек, у тебя есть права? Какие права? На что? А вот второе, у тебя есть еще и обязанности. Вот эти обязанности, как правило, наши дети и подростки начинают воспринимать как покушение на их права. Потому что мы умудрились сегодня
допустить очень странную такое вхождение в нашу воспитательную систему нежелательных, очень пагубных, на мой взгляд, технологий, которыми сегодня пользуются ювеналы Запада. Вот так у нас проникло в нашу систему образовательную и в воспитательную домой запрет на принуждение ребенка к труду. Но это просто пародийный запрет, и мы прекрасно понимаем, что это не перегиб, а это сознательное уничтожение в ребенке, взращивание в нем эгоиста, в какой-то степени агрессора, человека безответственного, потому что как это можно без труда воспитать ребенка, если у него нет ответственности, он и в жизни будет попадать все время в ситуации, в которых он не будет понимать, почему с ним такое происходит. Это очень страшно. Так вот, сейчас я просто на личном примере, на примерах из жизни хочу развернуть эту мысль. Очень часто мы бываем в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Дети от 7 и до 16 лет там, да? 17, даже до 17 лет. Но мы встречали там 17-летних и все. И каждый раз члены общественного совета, выходя после такой встречи от детей, начинают высказывать недоумение. Как могут такие красивые, такие умные, такие позитивно настроенные дети попадать в ситуацию, от которых нам, взрослым, становится неловко? Ну, например, сидит рядом со мной очень красивый мальчишечка, правда красивый, здоровый какой-то такой, приятный в общении, хорошо говорит. И когда я спрашиваю, ты как сюда попал? А что он мне отвечает? Статья такая-то, такая-то. Я говорю, а что означает эта статья? Что, вы не знаете, что ли? Вы знаете, на какую мысль наводит этот вопрос? Ребенок знает статью Уголовного кодекса, и ему сегодня вообще странно видеть взрослого, который не знает этой статьи. Меня, например, эта ситуация, если честно сказать, очень пугает. Ну, а когда я спросила, да, я, к сожалению, не знаю, но почему-то я и не переживаю за то, что я не знаю номер этой статьи. А что случилось? Покушение на убийство. А кого убить-то ты хотел? Отчима. Он маму обижает. Вот и попал взрослый человек в моем лице в ситуацию, когда даже не знаешь, покачать ли головой или погрозить ли пальчиком. Мне здесь кажется уместным даже больше приобнять этого парня, что мы, в принципе, и сделали. Я сказала, я тобой восхищаюсь, ты настоящий мужчина. Только ты вот не знал, что ты, защищая таким образом маму, мог принести ей гораздо больше несчастья, поскольку вот сегодня ты оказался здесь. А если бы ты довел дело до конца, ты бы вообще оказался в тюрьме. Не было бы счастья у мамы, зная о том, что ее сын находится там. Получается, что не зная, как правильно по закону поступить, чтобы защитить свою маму, ты мог принести несчастье и ей, и себе. А знаете почему? Потому что он как раз вот этих вещей и не знает. Да я думаю, что и родители многие не знают, и как правильно, что нужно сделать. Ну и тут, конечно, я опять обращаюсь к нам, с вами, уважаемые коллеги. Нам придется брать на себя вот эту миссию для того, чтобы говорить об этом родителям, о таких неприятных вещах придется. Я сразу хочу сказать, когда мы отталкиваемся вот от таких вещей, когда мы говорим о том, что наши дети от того должны знать, мы им эти знания даем в школе, мы обучаем родителей, мы лишний раз предупреждаем. Хочется надеяться, что будет эффект. Но мы же сами понимаем, мы же видим, что эффект пока нулевой. Мало того, мы констатируем факт, что рост преступлений и правонарушений детей не уменьшается. Не случайно появляются вот такие законы, стратегии развития воспитания, слово развитие воспитания прям выговорить как-то так неказисто получается, неправильное звучание, которые каким-то образом нас с вами направляют в нужном русле. А ведь все равно встает вопрос, как этого добиться. Как сделать так, чтобы дети знали? Итак, возвращаясь к первому. Воспитывать в них личность, воспитывать в них уважение к себе, как к личности, воспитывать в них уважение к другим, потому что это тоже личности. И нам, педагогам, надо сделать так, чтобы дети действительно в других увидели эту личность. Вот почему все время есть желание подчеркнуть какие-то достоинства другого ребенка, чтобы рядом у его товарища
появилось тоже уважение к нему. Ну, это очень тоже тонкий процесс, и вы прекрасно понимаете, что чувство зависти, к сожалению, это человеческое тоже чувство, может появиться. Как сделать так, чтобы оно вызывало восхищение, а не зависть? Это тоже от нашего с вами умения зависит. Многому действительно приходится учиться. И я тут, как говорят, все равно не могу уйти от темы, которую я уже затронула, говоря о ювенальных технологиях. Правовое воспитание сегодня так прочно вошло в нашу жизнь, а в один какой-то период, когда в школы стали приходить представители и от уполномоченного по правам ребенка, и от других структур, которые, рассказывая детям о том, что, находясь в опасной ситуации, к сожалению, проговаривалась даже ситуация, что дома находясь, там, на улице, в транспорте, еще где-то, надо знать, как себя защищать. И как один из таких важных инструментов стали пропагандировать телефоны доверия. Вот я, когда бываю в школах, я обращаю внимание, что на наших стендах обязательно находят место вот эти красивые плакаты, которые говорят о том, что если тебе плохо, то ты звони по этому телефону. Скажите, пожалуйста, а кто за этим номером прячется? И какую снимают они информацию у наших детей, которые, к сожалению, звонят по этим телефонам? Почему я говорю «к сожалению»? Да потому что должны быть наши телефоны еще. Наши. В нашем городе эти службы доверия. Кто-то скажет, они тоже есть. Есть, безусловно. Но мы с вами уже знаем, что вот через этот телефон они выходят на наши структуры, на подразделения по делам несовершеннолетних. Вот совершенно свежий пример. Пострадала семья, где мальчик, 17-летний, вдруг, вот, как говорят, взыграло в нем подростковое бунтарство в очень хорошей семье, в замечательных замечательные отношения между родителями. Но родители требовательные, родители хотят видеть в нем человека, который самореализуется в будущем, творческая семья. Требует от него, чтобы был порядок дома, чтобы он вовремя приходил домой, а тут замечено, что он себе позволяет не слушаться. И когда от него в очередной раз мама потребовала объяснить, в чем дело, почему так происходит, он сказал, я сейчас позвоню в полицию и, так сказать, скажу, что ты, во-первых, на меня давишь, ты жестоко со мной обращаешься, ты меня не кормишь. Она действительно сказала ему, вот что найдешь, что там ешь. А до этого привычка, все, сели за стол, вместе поговорили. То есть все так, как вообще должно быть в нормальной семье. И что получается? Всерьез даже никто из родителей не поверил, что он это сделает, поскольку это нереально. Нет повода. Он позвонил. И в дом пришел представитель полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. И специалист все как положено, провел опрос, протокол составил, где сказано, что в семье действительно имеет место жестокое обращение, что ребенок находится в угнетенном состоянии, ему здесь плохо. И когда после вот этого составления протокола сотрудник объяснила последствия и дальнейшие шаги в правовом поле, во-первых, родители, мама поделилась, она сказала, я была в натуральном ступоре, я, во-первых, даже как в дурном сне, как будто это не с нами происходит, я слышала очень серьезные последствия вот такого шага. А ведь такие последствия, вы, наверное, педагоги сами знаете, они действительно были, когда родители лишали родительских прав, когда ребенка после этого забирали в приют, и когда ребенок просил и плакал, говорил о том, что вот он погорячился, что он солгал и так далее. Здесь тоже ребенок солгал. И дальше последствия будут. Вот об этом надо обязательно рассказывать полностью, какие шаги будут предприняты. Я не знаю. Я не сталкивалась с этим, насколько глубоко рассказывается именно о таких последствиях. Но то, что ребенок обращается не к бабушке, к дедушке, не к кому-то из родственников, может быть, еще, а куда-то звонит по какому-то телефону и рассказывает даже недостоверные вещи о родителях, это очень плохо. Это очень плохо. Над этим нам нужно задумываться. Коллеги, не только над этим. Сейчас далее все больше наших детей хотят отдалить от правовых вот этих норм, основ
возвеличивая их не просто как личность, а как уникальность, как человека, который только себя должен любить. Отсюда проникновение технологий, которые сейчас пропагандируются через закон о домашнем насилии. И если мы с вами в стороне, вместе с родителями останемся в стороне от этого, то мы вообще рискуем потерять целое поколение наших детей. Потому что то правовое просвещение, которое сегодня идет в школе, те приемы, которые применяются, надо очень серьезно продумывать до конца. Все-таки о чем говорить детям? Какие дать знания? Не только остеречь их от необдуманного поступка, но еще и чтобы они стремились соблюдать правовые нормы в отношениях с обществом, с окружающими людьми, со своими товарищами. Ведь то, что сегодня мы с вами наблюдаем, дети наши, которые получают правовое воспитание, с которыми беседуют, рассказывают, что будет, если... А мы с вами уже сколько знаем случаев, когда не просто ребята, вот дворовая раньше была такая, знаете, установленная система правил, чего делать нельзя. Нельзя бить лежачего. Нельзя драться целой толпой с одним. Но я уж не говорю о том, что на посмешище, на ужас, на страшное зрелище выставлять драку девчонок, женщин. Ну где же тут женское достоинство? Кто о нем сегодня говорит? Почему этого нельзя делать? Это те вопросы, не решив которые, мы с вами, коллеги, никаким правовым воспитанием, хорошими планами, хорошими мероприятиями не достигнем результатов. Вот почему сегодня, готовясь к этому мероприятию, я в очередной раз поставила перед собой вопрос, почему не получается? Ведь смотрите, и вы тоже ставите этот вопрос. Что нам надо делать, что еще привлечь? Казалось бы, интернет есть. Такие мощные идут сегодня ролики, от которых кровь стынет в жилах. Часто ли мы их используем для того, чтобы показать и обсудить с родителями сначала, а потом с детьми, а может быть совместное сделать мероприятие? Часто ли это мы используем? Рекомендуем ли мы родителям чтение совместное и вот просмотр как раз таких роликов в тот момент, чтобы они не в интернете и в гаджетах сидели, а вот тот маленький, может быть, кусочек совместного сопереживания, которое позволит осознанно относиться к праву. Что такое право сознания? Что такое, для чего эти законы? Для того, чтобы мы помнили самое главное, на что мы имеем право. К сожалению, перекос в том, что право имеют дети, вы уже, наверное, все на себе почувствовали сами, педагоги. Если не лично на себе, то коллеги кто-то говорил, вы права не имеете. И мы всегда, как бы, пытаемся убедить, что да нет, мы имеем право, да вот ты там и так далее. А надо все строить на тех нравственных, на тех духовных началах, без которых никакое правосознание мы с вами не выработаем у детей. Ну и еще раз немножечко я вот скажу, как говорят, чтобы не нажимать очень сильно, я бы хотела еще вот на чем остановиться. Когда мы говорим, что семья должна, она правда должна. Но, к сожалению, семья, я это неустанно повторяю, это не та семья, которая была раньше, в которой родители были авторитетами. Сегодня родители подчастую не могут быть авторитетами для своих детей. Они все больше позволяют себе такие вещи, которые ранее в семьях не позволялись в отношении взрослых людей. Что я имею в виду? Ну, во-первых, разговаривая с ребенком, если он доверился, рассказывает о своем поступке, чаще всего родители почему-то занимают сторону ребенка, сочувствуют ему, вместо того, чтобы разобрать детально проступок. Вот об этом надо с родителями говорить. И не искать, учить не искать виновных вокруг, а учить ребенка разбираться, что послужило тому, что с тобой произошел этот эпизод. У нас же чаще всего объясняет кто чем. Нехватка времени, да и вообще, и пусть разбирается, и сам не маленький, и так далее. В другое время живем. Трудно самому разобраться. Слишком много всего, что ребенку
тяжело отмести и увидеть истину. Здесь очень нужна помощь взрослых и помощь родителей, которые в первую очередь. Но родителям мы с вами должны помогать. Они на самом деле нуждаются тоже в правовом воспитании. Право в воспитании их правосознания. Очень многие, вот после наших таких разговоров, встреч в рамках общественного совета, подходят, начинают говорить, вообще я никогда об этом не задумывался. Так вот, надо сегодня нам с вами заставлять задумываться. Потому что каждый прожитый день и каждый неправильный поступок нас взрослых, очень часто определяет дальнейшую судьбу ребенка не в лучшую сторону. Надо говорить о том, что сегодня семья – это тот маленький коллектив, который вот в сумасшедшем сегодняшнем мире – это тот плод, на котором мы точно спасем общество. Но семье надо помогать быть коллективом. В мелочах рассказывать о том, что такое быть коллективом, как друг другу помогать. Проще это делать, конечно, в семье, в которой больше детей, чем один. Лучше, чтобы это была многодетная семья. Но мы никому приказывать не можем. Но достоинство многодетной семьи обязательно нужно подчеркивать. Именно там, в этом маленьком коллективе, дети учатся уважать друг друга. Дети учатся ответственности. И дети в будущем реже попадают в те ситуации, в которые попадают наши ребята вот из семей, где нет коллектива. И опять вот возвращусь в этот центр, в котором мы бываем часто. Этих милых, замечательных, но уже несчастных ребят. Почему я так говорю? Да потому что, разговаривая с ними, ужасаешься тому, что они не по первому разу там. Но они говорят, я не хочу сюда попасть, я хочу домой, меня там любят, ждут. Понимаете, любят и ждут. Но мы никогда не, взрослые, вот члены общественного совета, у нас такая есть договоренность, мы никогда не спрашиваем, а мама звонила тебе, там, или родители, родственники звонили, потому что чаще всего не звонят. Мама чаще всего одна воспитывает ребенка. В этой семье, к сожалению, вот знаете, тенденция такая, есть отчим. Ну, это, знаете, нельзя говорить, что если отчим, то это все, семья, значит, там, ничего подобного. Ни в коем случае. Это прекрасно, что мужчина приходит в семью и помогает женщине воспитывать достойных детей. Но если этот человек действительно достоин быть отцом, это да. Но тогда бы их дети сюда не попадали. Они попадают, они очень хотят любви. Когда они говорят, что меня любят и ждут, тогда напрашивается сразу вопрос. Вот как сделать так, чтобы сегодня в семье находилось время на эту любовь? Чтобы семья, родители, которые приходят на собрание, уходили от нас и всегда знали, что вы вели речь о той важной функции, о самом главном фундаменте в том, чтобы воспитать достойного человека, правопослушного, уважающего себя и других и так далее. В основе-то что лежит? Ну, я знаю, что вы ответили. Любовь, конечно. Это не заласканность, это не задаренность. Это то тепло, которое, может быть, вслух-то и не проговаривается. А ребенок это чувствует, потому что он этого хочет. Он этого ждет. Когда в нем есть это чувство, он может сопереживать. Он не хочет, чтобы огорчались его близкие. Вот наша с вами задача. Как-то научиться вот это чувство в себе согревать. Уходить от желания смотреть на этот мир, в котором много пугающего, а вот сосредотачивать внимание на семьи своих родителей, на свои собственные семьи, потому что педагогам, как правило, не хватает времени на собственных детей. Это одна из больших серьезных проблем, и, наверное, многие со мной согласятся. Они подарят больше внимания, любви своим ученикам, но бывает так, что собственные их дети бывают обделены. Пожалуйста, об этом тоже помните. Вот там, где ребенок получил вот эту самую любовь, он никогда не будет звонить по телефону доверия кому-то непонятному, и он не поставит вот в такую ситуацию родителей, когда родители не знают, что делать. Но если вот произошла ошибка, в этом случае, может быть, имеет смысл даже говорить об изменениях в законодательстве. Ведь может такое произойти, когда в хорошей семье, ну, как говорят, вот что-то съехало.
у ребенка, у взрослого съезжает, а у ребенка тем более, может быть, чтобы вот эти последствия учитывались, когда это действительно была случайность, когда это был временный такой посыл, чтобы в семью не поселилось вот это горе, когда приходится пройти через серьезные правовые испытания. Вот это мы с вами все должны продумывать. Ну и последнее. У меня такое пожелание. Ведь все эти мероприятия по правовому воспитанию – это не просто классный час. Потому что классный час на какое-то время пришел, скажем, сотрудник полиции, рассказал, там ГИБДД, там еще что-то, можно и нельзя. А это всегда очень глубокий разговор, который надо планировать заранее. И проводить его надо вне урочное время, а еще лучше с использованием каких-то тех площадок, где могут быть грамотные, профессиональные юристы, умеющие работать с детьми, где формы самые разные. Но я так думаю, что профессионалов обязательно надо привлекать, поскольку слишком серьезная тема. А в будущем, смотрите, как развиваются события, наше общество штормит. Сегодня налицо притеснение, попрание прав человеческих. И мы с вами это видим. А ребенку дальше жить. А ребенку надо уметь отстаивать эти права. Он должен их хорошо знать, но самое главное – знать, как их отстаивать. Куда обращаться, как можно действовать, чтобы он не взял в руки там топор, нож и пошел защищать, а знал те институты гражданские, в которые ему надо в срочном порядке обратиться, чтобы защитить близкого, потому что такое, к сожалению, тоже может происходить. Вот такое пожелание. Всегда говорю, что не надо оставлять учителя один на один с решением всех вопросов по воспитанию. И воспитание толерантности, и так далее, и правовое воспитание. Ему нужна помощь. Вот Сергей Вячеславович тоже оговорился, это в одном из документов сказано, для привлечения сил воспитания. Здесь хороши и общественные объединения. И это очень, наверное, полезно. Я говорила, некоторые, наверное, слышали. Мы, когда выходили вот такие большие серьезные десанты по линии МВД в школы, и когда наш отец Максим с идеей вышел провести собрание отцов, директор школы сказал: ой, вы что, это невозможно, их невозможно собрать. Но буду всегда преклоняться перед этим руководством этой школы, вторая школа Выльгарта, которые собрали огромную аудиторию, и состоялся такой мужской разговор. Еще раз говорю, должны говорить люди заинтересованные, понимающие, в чем дело, профессионально грамотные. Вот после этой встречи, когда только отцы говорили с советом отцов, с отцом Максимом, они выходили совершенно другие. И я понимаю, что была такое зерно в благодатную почву отправлено, что выхлоп обязательно будет. Нам не хватает вот таких душевных, человеческих встреч и полезных разговоров, потому что сегодня засилие по телевизору вот этих шоу дурацких, вот этой грязи, которая выливается, криминальных историй, кажется, мир тонет в грязи, а дети хотят любви. А дети хотят чистоты, так же, как мы с вами. Вот надо устраивать любое, даже серьезное мероприятие так, чтобы человек... И последнее. Когда отец Максим, а он очень часто бывает в центре временной изоляции, вот этих ребят, несовершеннолетних нарушителей, он бывает часто. И когда его так ждут дети, еще раз понимаешь, какая духовная жажда сегодня наших людей. Но со временем, если мы ее не будем подпитывать, душа опустошится, душа омертвеет. И тогда ничего не страшно. Знание законов не остановит от преступления, не остановит от таких массовых посягательств вообще на человеческую жизнь. Поэтому давайте начинать. Вот у меня такой призыв. Начинать с души ребенка, с любви к нему. И это должно на всех уровнях быть. И с обращением к профессионалам, которые могут говорить о серьезных вещах понятным, доступным, заинтересованным языком. Я буду рада ответить на какие-то вопросы, но вообще, коллеги, тема-то на самом деле такая, что она требует обсуждения, может быть, и в профессиональном сообществе, может быть, как это сделать, приглашая еще и сюда юристов, и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, да вообще МВД, там очень много точек соприкосновения.
Ну и, конечно, заинтересованных людей, я всегда говорю, что должны быть еще психологи. Вот сегодня, к сожалению, нет психолога. Спасибо большое за то, что вы меня выслушали. Это первое. Второе. Накануне Нового года пожелать мы хотим только одного. Но пусть он будет лучше, добрее, любвеобильнее, чем уходящий год. Спасибо вам большое. Галина Викторовна, спасибо вам большое за ваше выступление. Отзывы действительно очень вы затронули вот людей. Очень быстро мелькает. Я не... Можно спустить вниз? Там несколько высказываний было. Тамара Кравченко, которая просила представиться, с какой образовательной школы и отчество. Ну вот не услышали меня, что делать понятно. Скажите, как... Ага, это мы видели. Все, о чем мы говорим детям на уроках и в личных беседах, не находит подтверждения в реальной жизни. И дети это прекрасно понимают. Почему я и сказала, Да. что нам действительно сегодня обсуждать даже это еще опаснее. А вот говорить с ними о душевности, это, конечно... Тамара, спасибо вам большое. Татьяна Новосад, Галина Викторовна, спасибо большое. Думаю, об этом уже боятся говорить. В реальной жизни действительно негатива подросткам дали неограниченные права и 0 ответственности, обязанностей не объясняют. Но опять же мы уже говорили о том, что должны мы объяснять и как учителя, педагоги, так и родители. Ну, в принципе, больше вопросов, по-моему, нету, да, высказываний тоже никаких нет. Уважаемые коллеги, я вот даже не знаю, как закончить мне наш с вами семинар, но я нашла в сети интернет такие душевные строки, детские строки, наверное, детской мудрости. И... Тамара Романовна говорила. Ага, все, спасибо большое, очень приятно, Тамара Романовна, просто, да, очень приятно. Спасибо большое за вопрос, ваше высказывание, мнение. Я говорю, обратная связь для нас очень-очень важна. Ну, а семинар же наш заканчивал, наверное, еще, ну, далее еще пару слов я скажу, такими строками детской мудрости. Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть, и лучше проводить меня, чем указать мне путь. Глаза умнее слуха поймут все без труда. Слова порой запутаны, пример же никогда. Тот лучший проповедник, кто веру уже исправил, добро увидит действие, вот лучшее из школ. Вот как раз то, что Сергей Вячеславович говорил о том, что да, что лирика, но действительно мы должны начинать сами себя для того, чтобы что-то требовать от наших детей. И мы должны все-таки с вами воспитать поколение детей, способных стать достойными гражданами нашей страны, нашей республики, любящих свою семью, свой дом, свою родину, готовых к нравственному поведению и, наверное же, конечно же, выполнению гражданских обязанностей. Потому что про гражданские обязанности забывать тоже нельзя. Уважаемые коллеги, Коми Республиканский институт развития образования с сегодняшнего дня запустил конкурс, творческий конкурс, он так и называется «Азбука права». Вы его можете найти на нашем сайте в окошке «Деятельность», конкурс для обучающихся. Данный конкурс «Азбука права», конечно же, он и для задачами конкурса является и содействие правовому образованию учащихся, и способность формирования правовой культуры учащихся, воспитание чувства ответственности, развитие учащихся социальной активности, интереса к праву, воспитание гражданина и патриота своей Родины, развитие творческих способностей обучающихся образовательных организаций в Республике Коми. Значит, данный конкурс 20 декабря, то бишь сегодняшнего дня, по 31 января. Но работы принимаются, значит, вот здесь указано положение о конкурсе «Азбука права», приказ, и имеется вот в самом приказе и в положении ссылка, где можно зарегистрироваться детям в возрасте с 5 класса по 11 класс и плюс еще 1-2 курсы учебных заведений среднего профессионального звена. 3 номинации. Пожалуйста, изучите, принимайте участие. Работы принимаются до 14 января. Будем очень рады
Если после нашего семинара вы откроете эти ссылочки, посмотрите и примете участие. И еще анонсирую одну информацию о том, что в преддверии новогодних праздников и зимних каникул 27 декабря в 17:00 состоится республиканское онлайн-родительское собрание на тему «Позаботимся о безопасных новогодних каникулах наших детей». Информационное письмо ушло еще неделю назад о проведении данного мероприятия во все управления образования, во все муниципалитеты. Поэтому убедительная просьба подключать ваших родителей к этому собранию. Почему? Потому что безопасность детей и новогоднюю ночь, и зимние каникулы очень важна. Давайте мы постараемся за эти дни не потерять наших детей при пожарах, при, ну не знаю, там, петардах травмы получают наши дети. В общем, приглашаются эксперты, как МЧС, как МВД Республики Коми. И, конечно же, наши родители получат советы, наставления от Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, принимает участие Кимбицкая Любовь Васильевна. Поэтому убедительная просьба довести до родителей данную информацию. И до свидания, до встречи 27 декабря. Ну и обыденная фраза «берегите себя и своих близких». Спасибо вам большое за подключение и участие в нашем семинаре. До свидания. До свидания.